Все знают, что обсидиан один из самых трудных для добычи блоков Майнкрафт. Но знаете ли вы, что вся магия в игре исходит от обсидиана? Подумайте сами, порталы в Нижний мир определенно являются магическими, и они целиком сделаны из обсидиана. Эндер сундук может приносить предметы на 1000 блоков и даже через измерения. Маяки дают магические эффекты, если обеспечить их достаточным количеством ресурсов. А стол зачарования использует опыт игрока, чтобы зачаровать предметы. Обсидиан является главным в крафте всех этих предметов, и даже главный босс игры Дракон Крайний способен его разрушить. Кроме того, обсидиан образует столбы, на которых расположены кристаллы края, исцеляющие дракона. И все это подтверждает магию обсидиана. Но возникает вопрос, почему его так легко создать? Просто соедините воду с лавой, и вы получите самый могущественный блок в игре. Хотя обсидиан трудно добыть, потому что нужна алмазная кирка. Но все упомянутые магические предметы требуют и другие труднодоступные предметы. К Эндер сундуку нужно око края, маякам звезда Нижнего мира, а салам зачарования алмазы. И это значит, что доступ к мощным предметам закрыт для обычных игроков и открыт только тем, кто уже получил достаточно сильное снаряжение. Но какую роль во всем этом играет плачущий обсидиан? И ответ довольно прост. Если обсидиан это магия, то плачущий обсидиан это его поврежденная версия. И это понятно, потому что плачущий обсидиан встречается естественным образом лишь в 3 местах: разрушенные порталы, бастионы и при торговле с пиглинами. Все эти источники старые и разрушенные, что подразумевает, что с магией когда-то что-то пошло не так. Кроме того, плачущий обсидиан используется только для создания икры возрождения, которая безусловно магична, но работает исключительно в Нижнем мире.